Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю отсыпочку на такую тему. Что происходит с мужчиной из-за вас? Что с ним происходит? Как вы на него влияете? Если тема вам интересна, пожалуйста, присоединяйтесь, загадайте на мужчину, представьте его, назовите по имени и на него загадайте мысленно либо вслух, задайте ему вопрос. Мой милый дорогой, что с тобой происходит? Что происходит с тобой из-за меня? Как я на тебя влияю? И пусть мужчина нам ответит, а песочек нам все покажет. Концентрируйтесь, представляйте, загадывайте. Я же, в свою очередь, мои дорогие любимые, спешу вас сердечно поблагодарить за то, что вы выбираете быть со мной и за ту невероятную теплую поддержку, которую вы мне даете. Земной вам поклон. Итак, давайте же посмотрим. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Ой, как горит мужчина, прям жар от песка идет. Ах, ничего себе. То ли мы его подловили в такой момент, когда он там супер перевозбужденный по поводу вас, то ли, девочки, это уже не лечится, да, настолько сильно он вас жаждет, желает, что ничего с собой поделать не может. Может, сейчас сидит, там, не знаю, фотографии ваши перебирает, просматривает, думает: ах, какая она у меня красивая, сладенькая, как же я ее хочу. Что с ним происходит? Ну, страстью пылает, безумной страстью. Пытался контролировать свою страсть, но у него ничего не получается. Тут как несколько попыток я вижу прервать общение, либо как-то не видеть вас, отгородиться, куда-то спрятаться, убежать, уехать, но не может. Он не может этого сделать. Ему необходимо вас видеть, хотя бы время от времени вас видеть, потому что он чахнуть начинает, он интерес к жизни начинает терять. У него такая апатия жуткая идет. Он такой: все, зачем мне жить, если я ее не вижу? Сам себя пытался побороть в плане вот этой страсти, но не смог. Сейчас, вот именно в моменте, когда мы смотрим эту отсыпку, мужчина безумно вас желает, представляет, не знаю, мечтает о вас, что он там делает, медитирует на вас, да, либо еще что-то другое. Ну, в общем, что есть, то есть. Теряет над собой контроль. Вот из-за вас он потерял над собой контроль. Он себя, свое тело больше не контролирует. Тело его не слушается. Там эти рефлексы, что там инстинкты вышли из-под контроля. И он пытался с этим бороться, но понял, что это дело такое тухлое, у него ничего не получается. Он такой махнул рукой: да пусть будет, да. Ну, что я могу сделать? Что я могу с собой сделать? Я ее безумно хочу. Все, безумное желание к вам. А вы какая-то недоступная, либо малодоступная. Я не знаю, как это правильно сказать. Вот мне идет, что очень сложно до вас дотянуться, очень сложно это все реализовать. Может быть, вы только лишь недавно познакомились. Может быть, вы не свободны. Может быть, он не свободен. Но вот как нет прямого контакта, вот что вы доступны 24/7 для него, такого я не вижу. Ну, живете, может быть, вы в разных городах, странах, тоже как вариант подойдет. И это еще больше раздувает эти страсти, да, этот костер еще ярче пылает. И он такой прям голодный на вас. И он такой: что мне делать? Но с другой стороны, лучше так, чем раньше. Но раньше у него какая-то жизнь была неинтересная, тусклая, пресная. Вообще ничего такого не было, ни яркого, ни приятного. А сейчас у него глаза горят. А когда вы рядом, у него и лицо горит, да, он прям такой краснеет, розовеет, блестит, сияет. Да, вот сияние у него на лице прям видно невооруженным взглядом. И те, кто его хорошо знают, в курсе тех событий, которые сейчас происходят, все понимают, что он преображается. Вот таким они его еще не видели, счастливым они его еще не видели. Вот. Еще я вижу, что он в вас очень сильно влюбляется. Влюбляется с каждым днем все сильнее и сильнее.
Может быть, потому что вы ему мало доступны. Может быть, потому что, в принципе, недоступны. Но может быть, потому что вы его женщина, роковая женщина, женщина по судьбе. И он влюбляется, восхищается, я вижу, вами. Вы очень умная женщина, начитанная, грамотная, смекалка у вас от Бога. Вы иногда такое скажете, что этот мужик сидит и думает, Господи, думает, откуда у нее столько ума, да? Почему она такая умная? Мне в голову такое не приходило, да, я никогда об этом не слышала, а она это знает, прям восхищается вашим умом. А у кого-то еще отыграется, что вы, помимо того, что вы умная, вы еще очень талантливая, либо вы что-то умеете такое делать, что другие не умеют делать. Может, бизнес свой ведете, может быть, у вас есть какое-то хобби, да, вы какую-то красоту создаете. И он такой, моя что любимая, да, самая лучшая в мире. Ему хочется хвастаться вами. Что-то есть у вас уникальное, что его очень сильно впечатляет, и ему хочется вами хвастаться. Раньше ему хотелось хвастаться только собой, своими достижениями. Но теперь ему хочется хвастаться вами, да, кому-то показывать вас, ваши работы, либо ваши достижения, и говорить, это моя любимая женщина, да, вот смотрите, такая прекрасная женщина именно со мной, да, решила связать свою жизнь. Ну, что есть, то есть. Так, вы еще для него какая-то золотая рыбка. Рыбка, которая исполняет желания, либо может исполнить те желания. Желание его сердца, желание его, не знаю, тела. У кого как отыграется. Хотя, девочки, ну что, любовь, она подразумевает и близость, да, тут ничего не поделаешь. Вот единственное, что мне вот этот паук не нравится, который у него над головой сидит. Видите, какой огромный паук. Вот его тельце, вот она голова, и вот они лапки. Над головой мужчины этот паук сидит. Возможно, кто-то помимо вас также влияет на мужчину, либо наоборот, там какие-то интриги, там попытка манипулировать этим мужчиной. Вот что-то такое есть. Есть, и оно присутствует, и висит прямо над головой. Ну, пауком могут показать какого-то властного человека, ну, либо какую-то властную, может быть, женщину, интриганку, которая, да, там паутину интриг плетет и пытается постоянно мужчину туда запутать. Если ваш мужчина не свободный, то это тяжелая история в плане того, что этот паук, либо паучиха, так просто этого мужчину не отпустит. И будет путать всякие там паутины, обмана, лжи, шантажа, лишь бы этого мужчину удержать. Любовь, конечно, к вам, желание к вам, ему помогают из паутины вырываться, но что есть, то есть, да, это непростая ситуация. С вашей стороны я вижу нежелание повторения каких-то прошлых ситуаций, либо проигрывания прошлых сценариев. Могу допустить, что у вас в жизни были уже очень яркие романы, либо отношения очень яркие, где, ну вот как-то не очень все хорошо закончилось, болезненно закончилось, и вы не хотите повторять, просто не хотите. Вы такая, меня все устраивает. Я никуда не спешу, да, ну типа все нормально. Вы не сильно перед ним как-то объятия раскрываете, не сильно его к себе допускаете, как-то на дистанции его держите, что выгодно вот этому пауку, понимаете? Пауку это выгодно. Понятно, что не нужно прям сразу мужчину в ЗАГС тащить, да, либо в постель тащить, но тем не менее вы должны знать, что есть какой-то паук, который может здорово повлиять на ваши отношения, здорово проманипулировать. И там какие-то интриги могут быть. Это вы должны знать. Так, я не знаю, сколько вы времени вместе, либо когда вы познакомились, но вижу, что вы для этого мужчины в букву А превращаетесь. Буква А – это начало. Начало нового – это самый главный человек в жизни. Да? Вы для него становитесь самым главным человеком в жизни. И не удивляйтесь, когда в следующий раз вы будете говорить какие-то свои же слова, свои же высказывания, вы можете услышать от него. То есть он очень многое от вас взял, перенял, он находит это замечательным, интересным, каким-то свежим, новым. Вот мне про какие-то слова и высказывания, мнение, кстати, еще может быть, да, ваше мнение мог перенять себе. Благодаря вам этот мужчина, он развивается, благодаря вам он больше начал
что-то изучать, читать, я не знаю, просматривать что-то начал, как прокачиваться знаниями. Хочется быть с вами на одном уровне. Хотя бы на одном уровне хочется быть. Но это тяжело. Тяжело. Еще я вижу, что вы какая-то очень веселая, артистичная, у вас мимика очень яркая. И его это настолько умиляет. И он прям, знаете, вот стоит там, смотрит на вас, как дурачок, улыбается. Вот такой миленькой вы ему кажетесь, просто необычной какой-то. А мимика у вас действительно очень крутая. Из вас бы получилась прекрасная актриса, да, у вас прям лицо такое выразительное. Вот. И он такого не видел. Он вживую такого не видел. Может быть, по телевизору видел, но вживую не видел. Желание наблюдать вас, смотреть все время на ваше лицо, желание видеть вот эти эмоции, да, живые эмоции на вашем лице. Так, 40-я женщина, звезда. Звезда, кстати, очень яркая. Звезда, которая может осветить всю его дальнейшую жизнь. Он чувствует вашу силу, он чувствует вашу необычность, и он чувствует, что вы не просто так встретились, да, что что-то в этом есть. У него жизнь какая-то до вас была пропащая. Человек, который вот жил, знаете, ну, как по накатанной ехал, да, ничего нового не было, ничего интересного не происходило. Холодный, голодный, одинокий волк, да, а тут вы прекрасная звезда. Конечно, ради вас он даже начал как-то преображаться, я не знаю, за собой начал ухаживать, либо там в спортзал записался, на плавание пошел, да, чтобы там привести себя в порядок, чтобы восхитить вас своим прекрасным телом. И еще, мои хорошие, у кого, ну вот ситуация, что мужчина младше вас, мне идет, что это совершенно незаметно, и если не смотреть в его и ваш паспорт, даже наоборот может показаться, что он старше, а вы младше. То есть вы очень круто выглядите для своего возраста. И вот окружающие люди, которые не знают ни вас, ни его, но видят вас вместе, никому и в голову не придет, что он младше вас. Вот, как-то так идет. Возможно, вы там на правильном питании, вы за собой следите, да, вы там всякие процедуры делаете, но это результативно, реально результативно. И мужчины тоже этим восхищаются и тоже подумывают, скорее всего, о каких-то процедурах. Ну, хочется рядом с вами быть красивым, понимаете, чтобы вам угодить. Так, что у него поменялось? Хочет уйти из рутины. Раньше эта рутина его устраивала, он считал, что это лучшее, что может с ним случиться. Ну, вот та рутина, которой он жил. А теперь ему хочется нечто нового, хочется путешествовать, куда-то ездить, где-то бывать, как-то по-новому выстраивать свою жизнь. И все это благодаря вам. Может, вы как-то очень интересно рассказали о своих поездках, о своих путешествиях, о своих планах. Но буквально вы его этим заразили. И еще ему очень хочется больше зарабатывать, больше в жизни достигнуть, чтобы вы могли им похвастаться, чтобы вы могли им, опять же, восхититься, гордиться. Вот этого хочется. Ну и, опять же, деньги нужны, чтобы на вас тратить, чтобы делать вам подарки, чтобы угождать, чтобы вы видели в нем сильного и щедрого мужчину. Для него это прям очень важно. Мне почему-то кажется, что вы то ли больше, чем он, зарабатываете, то ли вы как-то, даже зарабатывая меньше, можете себе больше позволить. Ну, может, он там не умеет тратить деньги, либо он кому-то деньги отдает, там львиную долю отдает. Прям хочется достигать и результаты своих достижений вам, типа, посвящать. Вот смотри, ты меня вдохновила, а вы действительно его вдохновляете. Еще он думает о какой-то поездке, может быть, на отдых с вами куда-то съездить, а может быть, к вам лично приехать, если вы живете в разных городах. И он такой прям, ну, чуть ли не решился. Раньше он как-то не любил поездки, его это пугало. И он такой, ну, типа, не хочу, не люблю, это сложно, это тяжело, там деньги тратить. А теперь он прям очень этого сильно хочет. Ну, любовь его украшает, сразу вам говорю, украшает, меняет, преображает, делает более, как грамотным, что ли, или умным, как правильно сказать. Да, благодаря вам он действительно начал развиваться и собой заниматься, за собой следить. Это как новый уровень жизни для него. То, что это было раньше недосягаемое, и в принципе он об этом не думал. А теперь он прям старается, старается правильно питаться, там, меньше употреблять алкоголь, больше заниматься спортом, да, вот, чтобы выглядеть свеженьким, аккуратненьким.
может, задумался о том, чтобы там действительно к косметологу сходить, чтобы лучше выглядеть. Это все благодаря вам. Вы очень положительно на него влияете. И опять же, его знакомые, которые его знают давно, все это отмечают. Прям все отмечают. Какие-то мужчины, прям друзья, скорее всего, завидуют и думают: о, вот бы и мне только влюбиться, чтобы так вот в лучшую сторону поменяться. Вот. Может быть, мужчина там матерился очень сильно. Благодаря вам он стал подбирать правильно слова, да, не позволяет себе каких-то вот выражений очень грубых. Но вот мне идет, что именно благодаря вам все это. Он многое берет, он как копирка с вас берет, понимаете? Но берет самое лучшее. Хотя, с другой стороны, вы плохого-то не делаете. Конечно, у вас все самое лучшее. Прям пробудили вы в нем все чувства разом. Мне вообще идет, что этот мужчина вам какой-то сюрприз готовит. Сюрприз, подарок, что-то необычное. Этим подарком, либо этим сюрпризом он хочет вам рассказать о своих чувствах, которые его переполняют. Девочки, вы все разные. Кому-то мужчина подарит кольцо, кому-то какие-нибудь, ну, не знаю, украшения, гаджет, может, подарит там телефон, а у кого-то машину, а у кого-то там белье какое-нибудь супер откровенное, да. Ну, то есть он подарком хочет подчеркнуть свои чувства к вам. И то, на что вы его толкаете, что вы в нем больше всего вот прям вызываете, будоражите. Значит, подарочек он вам подарит, сразу все поймете, что преобладает. Если он вам подарит, как я уже сказала, белье, то там страсть преобладает. Если он подарит вам, допустим, какие-то украшения, то здесь больше уже любовь, желание вас там заполучить любой ценой, да, убедить вас, что он ради вас пойдет на все, да, готов ради вас на все. Вот подарок получите, сразу поймете, сразу поймете. Но опять же, если будет белье, то не отчаивайтесь. Знаете, что вы, как это сказать, отбили охоту ко всем женщинам разом. То есть он только вас желает и никого больше. Вот как-то так у него вышло. Мои хорошие, на этом все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.